китайских СМИ появилось сообщение о том, что оккупационное правительство Китая, всячески унижающее ислам и мусульман, организовало в уйгурском регионе конкурс по распитию пива и других алкогольных напитков. На фото и видеоматериалах, опубликованных в китайских социальных сетях, изображено, как китайские власти собирают уйгуров на площади поселка Каргалык в ночь предопределения. На этой площади был организован конкурс распития спиртных напитков. Китайские власти издали указ о повсеместной продаже табака и алкоголя. Особое внимание коммунисты уделяют проведению подобных мероприятий в месяц Рамадан, направленных на издевательство над убеждениями мусульман. Чиновники аргументируют это так называемой неотъемлемой частью предводительства Китая в становлении современной культуры и цивилизации. Под этим лживым девизом скрывается коварный план коммунистической партии по ассимиляции и уничтожению коренного мусульманского и тюркского населения Восточного Туркестана. Стало известно, что уйгурским школьникам, получающим образование во внутренних провинциях Китая, которым до прошлого года разрешали поститься с мусульманами Хуэй, запретили поститься в этом году. Детей уйгуров заставили есть еду из свинины, приготовленную для китайских школьников. Ссылаясь на учителя одной из школ провинции Шандунь, Питер Винтер сообщила, что данный указ был издан Центральным комитетом коммунистической партии. Согласно указу, учащиеся мусульмане не имеют права на пост и даже молитву. Тех, кто нарушит правила, ожидает высылка и жесткое наказание. В то время как ученые продолжают разработку вакцины и методик лечения COVID-19, вспышка новой эпидемии на северо-востоке Китая вызвала подозрение о возможной мутации вируса. Согласно новым данным, инкубационный период вируса может занять более 2 недель. Доктор Куи Хайбо, один из ведущих специалистов отделения интенсивной терапии в Китае, заявил, что новые случаи заболевания в некоторых городах на северо-востоке страны были выявлены с запозданием. Доктор также сообщил, что несмотря на полное внешнее выздоровление, тесты этих пациентов давали негативный результат намного позже. Белый дом представил 20-страничный отчет о Китае, на который Вашингтон обрушился с критикой из-за неэффективной борьбы с эпидемией коронавируса. Жесткой критике подверглись экономическая политика Пекина, усиление военной мощи, дезинформация и нарушение прав человека. В отчете указывалось, что Китай усиливает военную мощь в регионе и занимается киберпиратством, а также не выполняет свои обещания по прекращению экономического плагиата. В документе было отмечено бессмысленность усилий администрации Трампа по символическому налаживанию диалога с Пекином. Когда молчаливая дипломатия не даст результатов, США усилит давление на Китай, пишется в завершении отчета. Министерство иностранных дел Китая осудило использование государственным секретарем США Майком Помпео термина «президент» в адрес тайваньского лидера. Вышеупомянутые политики США серьезно нарушили принцип неделимости Китая и вмешались во внутреннюю политику нашей страны. Это возмутительно и заслуживает осуждения, говорится в письменном заявлении министерства. Помпео отметил, что американо-тайваньское партнерство будет развиваться на основе общего видения, направив поздравительное письмо Цай Инь-вэнь, которая во второй раз была избрана главой Тайваня.